В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. А главное сегодня. День памяти и скорби. В доме Рамзана Кадырова провели религиозные обряды. Дань памяти защитникам. Я желаю вам и всем нашим соотечественным единства, стабильности и мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! Глава республики принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Жизнь как подвиг. أحمد حسن بولش ناقش السين واش تعدل ديل ريز يحر الأسنة إذا أول ولا بحندلش دال سلك دقنا. В Ахматюрте вспоминали трагическую дату ухода в праведный мир первого президента Чеченской Республики. Чтобы прийти к сегодняшней мирной жизни, нашему народу пришлось написать фолианту полной трагедии. Но несмотря ни на что, нам удалось сохранить свой культурный код и высокое звание Нохчи. Ежегодно 10 мая отмечается День памяти и скорби. Вспоминают всех тех, кто отдал свои жизни во имя мира на родной земле. В канун этой прискорбной даты в доме Рамзана Кадырова прошли религиозные обряды. Все подробности в следующем материале. В преддверии Дня памяти и скорби сотни людей, среди которых известные богословы и последователи шейха Кунтаха Чекишиева, да будет возвышена его святость, во главе с муфтием Салхом Хаджи Межиевым прибыли в дом Рамзана Кадырова. Среди гостей известный йеменский улем шейх Хабиб Умар и его сын. الحمد لله قدر الله لقاءنا قدر الله اجتماعنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد سبحان الله الحمد لله فرحت كثيرا بقدومكم الحمد لله على توفيقه يسير من الله تدبير حويش عشان سكت ساعة موسى كنت أتابع ومشتاق إليكم الحمد لله ما شاء الله النية الصالحة نية ذكر الله الحمد لله رب العالمين ديال ديكور الحمد لله الله خير الحمد لله وبركة رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Известный исламский ученый преподнес главе региона подарок в знак признательности и уважения. ما شاء الله ما شاء الله За накрытыми столами присутствующие с теплотой вспоминали первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Делясь разными историями из его жизни, они отмечали, что он был глубоко верующим человеком, всегда следовавший постулатов Корана. 9-й, 10-й дон. Динош дон. Сингет миолш, дертадон, хавиен дон. Синош партия. ذكرى مرافقة خير العباد صلى الله عليه وسلم. شوي سيلها الحقاش ليش معي تعمل هالدقيقة اللي خلدت مش دين ديش نو تاخد ساعة مش ما بيش بالخ عميتي شيء شو خص كتير شيء بوت أو وقت شو شيء بوت تهان ديل أي تمسا ديل ريز خلر النيق تحتان اشتوي وش حقيقة شدرش الشيء ده اشتغازه ديل عبر بوه من إيش شدرش سجع كمونيش هوي إنه كل وقع علم تكلم أولاء الشيء ده تعور بوه بقدر دعوة كمونيش إذا منجح ثلاثة بزوية وده يشتوي بنين عور ده هكذا عندهم الآباء والأجداد من حتى من طرف الأم أيضا عندهم هكذا نالوا الشهادة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يسندك بلشكاحة نهاية المفاعل يسوي لقبوخ شاشة يدرش قوتشو داسر تيحبوخ القرآن آية هذا اليوم ديلي اشتمال عليه الصلاة والسلام عبد المطلب تيحان ديلي الجن ديلي لين حبوش بش ديلي الجن تيحان حبوش قوتش ناخن صديق أدين تصير حون دعاء ده لسه خاش عديك ده شاء تنبيقا بيرمون ديك إنسان ثم كل يكافي على قدره
هذه مكافأة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هورمو شيحولي حج شيبارمي حج بيقى مو بو دا العالمان إلينول إلشنو مو بيربال هيتون يخدر. После собравшиеся прочитали Мавлид и сошлись в едином зикре, поминая Творца и восславляя его любимца, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Встреча завершилась молитвой к Творцу с просьбой милости для всей мусульманской уммы и даровать вечного рая для всех невинно погибших в периоды трагических событий, которых в истории было немало. В эти дни ежегодно отдают дань памяти тем, кто лишился самого ценного – жизни в борьбе за главенство справедливости на родной земле. Гости поблагодарили главу за прекрасный вечер, а после Рамзан Кадыров лично их проводил. Рамзан Абуев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Страна отмечает знаменательный день – 79-ю годовщину победы в Отечественной войне. Благодаря героям, которые самоотверженно сражались, мы живем в мирное время. Чеченский народ с гордостью вспоминает своих сынов, чьи подвиги внесли весомый вклад в дело победы, оставив свои имена золотыми буквами в летописи. Торжественное мероприятие прошло во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Рамзан Кадыров подчеркнул вклад наших земляков в дело приближения победы и наградил отличившихся высокими государственными наградами. Репортаж Турпалали Тайсумова. День Победы – это праздник, напоминающий подвиг наших предков, историческое событие, когда страна победила фашистский Третий рейх. 9 мая 1945 года чеченский народ вместе с другими нациями страны сумел вынудить к капитуляции Германию, предводимую беспощадным Адольфом Гитлером. Это уже 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Торжественный вечер, посвященный этой дате, посетил лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Это событие напоминает о цене мира и свободы, за которые стоит бороться и защищать. Сегодня наши доблестные воины на западных рубежах России продолжают благородное дело своих отцов и дедов, уничтожая ростки национализма. На фронтах храбро сражались десятки тысяч наших отважных земляков. Все они проявляли мужество и решительность. 40 чеченцев были представлены к званиям Героев Советского Союза. По словам руководителя субъекта, охраняя подступы к Грозному, чеченские солдаты в начале 40-х оберегли его от грязных посягательств фашистов. И поэтому верховный главнокомандующий присвоил столице субъекта заслуженное звание города воинской славы. А сегодня их потомки, не менее отважные бойцы, проявляющие себя на полях сражений в зоне специальной военной операции, стоят на сцене с чувством выполненного долга. Поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – символ стойкости, мужества и преданности народов нашего Отечества своей Родине. Мы безмерно гордимся нашими достойными отцами и дедами, которые спасли мир от фашизма и отстояли свободу нашей страны. Тысячи наших земляков храбро сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, освобождали в Европу, позже участвовали в разгроме Японии. Они проявили отвагу и героизм в борьбе с фашистами, самоотверженно трудились в тылу и обороняли подступы к Грозному, который тогда имел стратегическое значение. Принимая во внимание их ратные трудовые подвиги, президент России Владимир Владимирович Путин присвоил Грозному почетное звание «Город воинской славы». Новейшая история под руководством нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, мы также решительно победили международный терроризм и отстояли целостность нашего государства. И сегодня достойные сыны чеченского народа доблестно борются с нацистами в зоне СВО. Мы не раз доказывали, что вместе можем победить любого врага. Сплотившись вокруг нашего национального лидера и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, мы преодолеем любые преграды и сложности. В этот знаменательный день я желаю вам и всем нашим соотечественникам единства, стабильности и мирного неба над головой. С Днем Великой Победы. Даля Берткивель, Даля Накалан Чамбаса Газу Обалдуэль, Даля Дона, Вей Генш Дан, Демшпеш Болчан Дон,
Туламац Хаскац, Абиас Буэлдон, Далаз, Обалбасейдон, Далетто Бурмасей. Большая церемония награждения стала самым приятным моментом. Всего различными наградами были удостоены 38 командиров и бойцов воинских подразделений. Указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом мужества награжден Хамзат Кадыров. Орденом мужества Кадыров Хамзат Зелимханович, помощник главы Чеченской Республики. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден сержант полиции Хамзат Таймасханов. Сержант полиции Таймусханов Хамзат Имранович. Многочисленные военнослужащие полков, рот и батальонов МВД были удостоены медалей за отвагу, а также медалями за храбрость и за отличие в охране общественного порядка. Все они проявили себя в зоне проведения специальной военной операции с самой смелой стороны, и, по их словам, они готовы вернуться на передовую для защиты Родины в любую минуту. Украина خلادو يو وين حلو على الباتش وابريكا از حد جميت شينا دا كيشادو وني تاقا حيوكشتو اكا ناو ال امر حمد لنا امر تشيك تاقا اوردن حيوكشكادو دا ملچنا كيشادو. В свою очередь, майору медицинских служб Тимуру Виситаеву было присвоено звание Героя Чеченской Республики «Конах», также из рук Рамзана Кадырова. Присваивается звание Героя Чеченской Республики «Конах» майору медицинской службы Виситаеву Тимуру Алиевичу. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги в деле защитников Отечества орденом Кадырова был отмечен майор полиции Расул Пашаев. Этой же награды удостоился майор полиции Мальсагов Абжат. Пашаев Расул Вахаевич. Майор полиции Мальсагов Абжат Магомедович. Концертная программа дополнила прекрасное настроение присутствующих. Трогательные номера исполнили солисты творческих коллективов. С сольными песнями выступили артисты национальной эстрады. Кроме того, были показаны сцены боев с национальным колоритом. Тур Ларит Айсумов, Хусейн Мурдаханов и Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В Ахмат-Юрте вспоминали первого президента Чеченской Республики, который 20 лет назад ушел в праведный мир. Почтить память настоящего сына своего народа на кладбище, где он покоится, пришел Рамзан Кадыров вместе с членами семьи и соратниками. А после они присоединились к совершению религиозных обрядов в доме брата Ахмата Хаджи Кадырова Магомедова. Репортаж Адама Магомедова. В День памяти и скорби народов Чеченской Республики вспоминают тех, кто погиб, защищая Родину во имя ее единства и мирного процветания, особенно Ахмата Хаджи Кадырова, построившего крепкий фундамент, благодаря которому удалось возвести мирный и динамично развивающийся регион. Его могилу посетил Рамзан Кадыров вместе с внуками первого президента, соратниками и известными богословами субъекта во главе с председателем Совета Алимов Республик СКФО Хожахмедом Хаджи Кадыровым, потомком хунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость Сайфудином Ибрагимом, и исламским ученым из Йемена Хабибом Умаром бин Хафизом. Вместе они прочитали дуа за усопших, военнослужащих, сражающихся на территории Украины, и братьев из Палестины. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. После верующие присоединились к духовному собранию в доме дяди главы региона Магомеда Кадырова. Руководитель субъекта пообщался с гостями. Рамзан Кадыров принял участие в религиозном обряде зикр, восхваляя Творца и его посланника пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Первый президент Чеченской Республики навсегда останется в памяти народа, поскольку то, что он сделал не только для субъекта, но и всей страны, неоценимо, говорит Хожахмед Хаджи Кадыров.
خليات سوجري هو بالخنب بيزرقات خليات شن أحمد حسن بولش ناقش سين واش تعدل ديل ريز يحر لاتسنا إذا أول ولا بحندلش دال سن كأدقنا خلص تيشينا وهو نعمة يحدو. Для проведения религиозных мероприятий собирается сотни верующих, поскольку каждый из них чтит и помнит Ахмата Хаджи Кадырова и осознает масштаб и важность того, что он сделал для региона. Указ об установлении 10 мая Днем памяти и скорби народов Чеченской Республики был подписан руководителем субъекта Рамзаном Кадыровым в апреле 2011 года. В этот день во всех мечетях республики читают поминальную молитву в память о погибших в самые тяжелые для региона времена, а также проводятся религиозные мероприятия. Адам Магомедов, Саидамин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В честь празднования Дня Победы в Отечественной войны командир полка «Север» Ахмат Занди Зингиев вручил более 40 государственных наград отличившимся бойцам в зоне проведения спецоперации. Среди них медали за отвагу Суворова и за спасение человека. Имена награжденных узнаем у Лейлы Муртазовой. В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне командир полка «Север» Ахмат Занди Зингиев передал награды своим сотрудникам. Более 40 государственных наград были вручены бойцам. Медали за отвагу Суворова и за спасение человека. Для получения госнаграды شيسات قوش قيلات قوش خزنة صنعونا شيل شور مرتد خليوش وهرمي دل يخشوا تج كان جدين أحمد عيوش شو الأبستن وكذا سامج أو سوق حشة سامج أو مدلو خرو قولك هذا بيت كيل حون داير يسخلا. К наградам были представлены отличившиеся бойцы в зоне проведения специальной военной операции. Они несли службу в Донецком, Бахмутском направлениях и Запорожской области. ساشة جايتنا كاشة دوينا لتي قونا لتي جايتنا كدونا خزنة أصلا لقى ريزولتاتيو مهك داس وين ما سنا ما هأردونا وين ما صومن إذا ما سلا каждый чего دونا شيء دونا دوش ليش ما سنا أولشتو ما صوما إدوي ما سنا خوشتو не только это доно матч да его когор خليل يأمل خليل إدو سك دونا يبستيان دونا связь аутсо морально ешала поддержка из-за на высшем уровне yok. Заслуги бойцов регулярно отмечаются региональными и государственными наградами. Их подвигами гордятся не только в Чеченской Республике, но и во всей России. Сами они намерены биться до конца и стоять на защите государства. نقدر دونا مصر تدو حدث أنا أنا مسيت خلا وخيت خلا على دعوة وكيت شدو صور صنع وسيب ودامه كمان دير بالكاس لازم وسق تيوقع خيل شنا سمو إيش ترجلو إيش مدالك قيق مصر من يقيد وجتنا ترجلو إيش تودع تونا دلري سول تأخوي كذا على البولا دال مولا دكان تال أول بوي. Отметим, что после небольшого перерыва и восстановления сотрудники полка вновь отправятся на передовую и приступят к своим основным задачам. Сотрудники полка «Север» Ахмат с первых дней специальной военной операции принимают в ней самое активное участие. На данный момент на линии фронта находится более 1000 бойцов подразделения, которые вносят значительные результаты, приближающие к победе. Лейла Муртазова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Мясо 70 голов крупнорогатого скота раздали для нуждающихся жителей в республике. Акцию традиционно проводит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительность находит отклик в сердцах всех. Несмотря на то, что подобная поддержка оказывается часто, жители всегда ей рады. أقوي مركع مخصوص زمان كات أمش كحال دقلن بولشان ويبيل شانتي سيبير مركع دقلن شانتي يشتشينات مع دقلن شانتي أوكرانيا نملكن شانتي مسانتي دوخش تساعدو بدسي لوشتالا أقوي مكتاس دايم دوخش سانش دال أوبدول دال شيدو دولا يسانش باندوش أقوي ميل بالشتال دي ألبول غاز تبيل شتال غاز أوبدول دولا إيو زمان كحاويك أما مصووش من دال عاشتش يا بيرتي يش يشتا فلسطين دول حلا
وقد شاد عدد وشاد الأوبل وداشيد وعدول دادون إعطي والحمد لله رب العالمين. Активистам региональных молодежных организаций провели экскурсию по экспозиции трофейной техники из зоны СВО. Выставка приурочена ко Дню Победы, Великой Отечественной войне и организована на центральной площади Грозного. Представлены образцы иностранной военной техники, захваченные чеченскими бойцами в зоне специальной военной операции на Украине. Среди представленных экспонатов бронемашины американского, английского и украинского производства. Для нас огромная честь присутствовать здесь, смотреть на эту технику, зная, что наши ребята отважно сражаются, защищают честь и достоинство нашего народа и в целом страны. Мы знаем, что Чеченская республика всегда славилась своими бойцами, у нас всегда были свои герои и всегда, иншаллах, они будут. Сегодня мы отмечаем подвиг отважных героев, которые пожертвовали своими жизнями за победу над фашизмом во время Отечественной войны. Эту мысль выразил заместитель министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайдмагомед Баширов на праздничном мероприятии в станице Петропавловская, посвященном Дню Победы. О героических сынах Родины Медина Мударова. Как и по всей стране, в станице Петропавловская праздничная атмосфера. В этот день граждане России чтят память воинам, павшим 79 лет назад. Они сражались за Родину. Под таким лозунгом прошло мероприятие, организованное Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, а также администрации района. Чествуем тех героев, отважных парней, которые отдали свои жизни ради того, чтобы мы с вами жили под этим мирным небом. Хочется вспомнить нашего защитника Отечества, новейшей истории Ахмата Хаджи Кадырова. Хочется вспомнить и отдать честь героям России сегодняшним, которые на фронтах защищают наше Отечество. Собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику погибших солдат, после чего прозвучали гимны Российской Федерации и Чеченской Республики. Затем учащиеся местной школы исполнили песню про дедушка. Активное участие в мероприятии принимали Терско-Гребенское окружное казачье общество, учащиеся общеобразовательных школ и жители селения. В праздничный день съехались дети, внуки и правнуки воинов, защищавших свою страну. Лидия Шуко, жительница станицы Петропавловская и внучка героя Великой Отечественной войны Пономарева Николая Павловича. Его имя высечено на одной из мемориальных плит. Женщина не первый год занимается изучением и сохранением для потомков истории станицы. Первоначально было увековечено 212, но поисковая работа продолжалась, и мы установили еще дополнительные плиты. На сегодняшний день 426 имен участников Великой Отечественной войны увековечены на наших плитах, на их родине, то есть там, где они родились и откуда они ушли на войну. Но поиск продолжается, и у меня сейчас в списке 616 человек. То есть увековечены еще не все имена. Но я открыла музей истории одной станицы, где наши все имена увековечены в фотоальбоме. Для собравшихся подготовили большую праздничную программу. Звучали проникновенные песни и стихи о героических и трагических страницах нашей истории. Этот день наглядно показал, ничто не может омрачить память солдат, поборовших фашизм. Подвиг, совершенный героями в борьбе против фашизма, стал возможным благодаря их неимоверной храбрости. Сегодняшнее поколение чтит День Победы так же гордо, как это произошло в мае 1945 года. Медина Мударова, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Сотрудников радиостанции «В войнах. Путь и Грозный» наградили почетными грамотами и денежными премиями. По поручению помощника главы республики, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, радиоведущих поощрили за высокий профессионализм, творческую инициативу и большой вклад в развитие журналистики. В их числе инженер радиовещательного оборудования нашего телеканала Деши Кадиева.
Богатырка война хакамил директору Розанина, так непосредственно радио бил хуючу, именно сондагр барка ля сайна, харсо отдерна, так содагярна واتين دول شيلش كحا أبوه بخلدات إشت إهوتين руководитель шполш, хакмаш полш. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.